Цель проведения форума – гармонизация межнациональных отношений, организация благоприятных условий для реализации потенциала молодежи различных национальностей. Участниками форума стали 70 молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет, представители различных народов, проживающих в Крыму, молодежные лидеры, активисты национально-культурных объединений. В конце дня был просмотр художественного фильма, после которого было его обсуждение. И это обсуждение у нас продлилось практически до начала первого, никто не хотел расходиться. Очень интересная, актуальная тема, животрепещущая. Каждый регион, который представлен на данном форуме, излагал какие-то свои проблемные вопросы, и мы пытались найти пути их решения и урегулирования. Ко всем отнеслись как к родным. Это действительно так. Я была на многих форумах, но здесь действительно атмосфера очень дружелюбная и очень такая семейная. И понравился мне вчера бизнес-тренинг, то есть как развить свой бизнес, как правильно достигнуть цели. Вот. Понравился мне вчера просмотр фильма художественного, поучительно и интересно. Во второй день форума прошла панельная дискуссия на тему интернет и СМИ как инструменты воздействия на межнациональные отношения. Председатель Всероссийского межнационального союза молодежи Кантимир Хуртаев отметил, что ему было интересно познакомиться с крымской молодежью. По его словам, аудитория была активная, поступало много интересных вопросов. Аудитория, она открыта к дискуссии, открыта к новой информации, знаниям, более того, заинтересована. И мой главный посыл состоит в том, что сегодня в рамках гражданского поля в Российской Федерации создано много возможностей для самореализации, для продвижения своих каких-то общественных инициатив. Эти возможности нужно использовать. Здесь верным представляется ускоренная интеграция, вот эти общероссийские общественные процессы, культурные процессы. Участницей дискуссии была также заместитель генерального директора телекомпании «Миллет» Оксана Лобода. Она рассказала о том, как правильно отбирать информацию в интернете и СМИ. Надо учитывать и тот факт, что сейчас идет информационная война, и любую информацию нужно проверять. То есть зачастую при подаче информации преследуются определенные цели теми, кто ее публикует, теми, кто ее дает. Поэтому, воспринимая какую-либо информацию, потребитель информации, да, зритель, слушатель, читатель, он должен это учитывать. Кроме этого, состоялся мастер-класс по личной эффективности, грантовая поддержка НКО. Мероприятие завершилось подведением итогов и вручением сертификатов. Гульнара Каримова, Алишер Алимов, телеканал «Миллет».